Епаңыз көліңіз сайғылы достар ве өз тебесіміңізні яқынларыңызға бағышлаңыз. Бізім ейніміз ісе девам етмекте ве вады еткеніміз кібі бізім студиямызда кенеде мұсафыр болмақта ве бішімді пек мұйымда чоқ айдавчыларға ве асылда тек айдавчылар дегілде бүгін бір ерге кеткен, яғни yol алған инсанлар үшін пек файдалы ве мұйым олacak. Демек, көрметлі достар, тамам бөлі yol телекесізлікке диқат айырған хадимлерінден бірысы, яғни ГИБДД хадимы, подполковник Максим Арцер біздің студиямызға бұйырды. Селям алейкум, здравствуйте. Рада приветствовать вас в нашей студии. Как стало известно, с 20 по 29 октября Крымская госавтоинспекция проведет профилактические мероприятия под названием «Электромототранспорт». Расскажите подробнее, пожалуйста, об этом. Так точно. Ну, это не только под эгидой Крымской госавтоинспекции, это под эгидой госавтоинспекции Российской Федерации. То есть обеспокоенность вызывает управление такими транспортными средствами, как скутеры, мопеды, мотоциклы, в том числе СИМ, то есть средства индивидуальной мобильности. Это гироскутеры, электросамокаты, да, электроскейтборды, моноколеса. Вот. Почему? Потому что дорожно-транспортные происшествия на данных транспортных средствах индивидуальной мобильности совершаются. Степень тяжести достаточно высокая, угроза составляет данные транспортные средства, потому что это также источник повышенной опасности. Вот. Ответственность граждане приобретая, родители приобретая детям, доверяя такие транспортные средства, немножко не понимают ответственности перед другими участниками дорожного движения. Да, то есть если водителям мотоциклов предусмотрено определенное обучение на категорию, то управление данными транспортными средствами, и оно пока не регламентировано до недавнего времени было. Сейчас, если это более 0,25 киловатт, свыше 0,25 киловатт, и скорость, если развивает больше 50 км в час, то, соответственно, здесь предусматривается категория либо М, либо А, то есть мотоциклы. Вот. Поэтому все, анализ аварийности с данными средствами обозначил необходимость проведения данных мероприятий. И это не только единая, так сказать, разовая акция, это постоянно держится на контроле госавтоинспекции. А какие нарушения правил дорожного движения фиксируются вашими сотрудниками чаще всего? Ну, за период проведения уже выявлено 392 нарушения водителями данной категории. Вот. В том числе это 25 водителей, которые в состоянии алкогольного опьянения. Ну, то есть позволяют себе... Даже на таких средствах? Да, так точно. Ужас. Как известно, что пешеход является полноценным участником дорожного движения, и какие наиболее часто фиксируются нарушения правил дорожного движения со стороны пешеходов? Понимаете, на сегодняшний день у нас по статистике с начала года произошло 152 дорожно-транспортных происшествий по вине пешехода, в которых 38 человек погибло, да, то есть цифра не маленькая, и 119 пострадало. Допустим, за октябрь месяц у нас есть 4 погибших пешехода по городу Симферополя. Это утренние часы и вечерние часы, что позволяет сделать выводы, то, что неиспользование светоотражающих элементов утреннее и ночное время суток, то есть люди спешат на работу, люди спешат с работы, пренебрегая элементарно, нарушая обозначенные места для перехода проезжей части. Соответственно, получаем такие печальные результаты. То есть, и ни одно привлечение к ответственности не может заменить жизнь человека. То есть. Конечно. Поэтому здесь надо понимать, что мы нарушаем и подвергаем себя опасности. Госавтоинспекция сообщает о введении в эксплуатацию новой камеры фиксации административных правонарушений в Симферополе. Расскажите, где будут располагаться камеры, ведется ли какой-то мониторинг эффективности данных устройств? Вопрос понятен. На сегодняшний день по городу Симферополя уже действует 52 комплекса, которые перекрывают зоны аварийности, то есть места концентрации ДТП. Путем введения и увеличения количества камер в столице Крыма, да, и не только в столице Крыма, по республике в общем, мы имеем снижение аварийности. На сегодняшний день в рамках подписанного концессионного соглашения планируется установка введения в эксплуатацию еще 300 комплексов.
по республике. Из этих 300 однозначно будут и в городе Симферополе установлены. Места установки будут обусловлены анализом аварийности. Это анализ аварийности, который ведется как у нас и за текущий период, и оперативная, то есть информация, поступающая в случае изменения дорожной обстановки. Соответственно, будут приняты решения об установке в данных местах комплексы для предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Максим Юрьевич, мы желаем реализации всех, так сказать, проектов и, конечно же, самое главное, безопасности. Что пожелаете вы всем телезрителям, всем крымчанам? Я что хотелось бы пожелать, чтобы все-таки соблюдение правил дорожного движения, которое позволит сохранить жизнь и здоровье как своих, так и других участников дорожного движения. Ни в коем случае за рулем, пьяный за рулем — это убийца. То есть мы давайте все-таки будем это понимать и придерживаться этого. И родителям, чтобы детям, когда покупают такие средства индивидуальной мобильности, с которого мы начали эфир, все-таки понимали ответственность. Неоднократно я на радио выступал о том, что в Кировском, да, мы имели печальный случай, когда мальчик 5 лет погиб, то есть катаясь на электросамокате. Поэтому, призываю родителей, чтобы покупая, взяв в аренду, покупая данные средства, все-таки понимали опасность, которую будут передвигаться дети. Так что, Мы за безопасность. Спасибо огромное, что посетили Хорошего нас. дня. спасибо. Урметті достар. Әлбетте, мына бойле бір нәтиже чыгара білеміз, унутмаңыз, диққатлы олыңыз, сіз жолға шыққанда, сіз тек өзіңіздің саулығыңыз ве аятыңыз үшін дегіл де башқаларының аятлары үшін де сіз мәсулиетлісіңіз. Бұл уақытта әр вақыт хатырлаңыз. Біздің yayınımız ise devam etmekte. Növбеттегі қысым сіз үшін.